Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз сіздермен бірге орыс тілі пәнінен екінші бажырымызды жазатын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер, және де осы видеомен достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бірінші тапсырмадан бастап орындайық. Бұл бажырымда сіздерге тек қана 2 тапсырма берілген. Сол себептен тезірек орындап шығайық. Бірақ та 2 тапсырма дегенмен олар өте қиын тапсырмалардың бірі болуы мүмкін, себебі біріншісі мәтінмен жұмыс болса толықтай қамтылған, екіншісі ол эссе болып келеді. Ендеше орындайық. Бірінші тапсырмада прочитайте текст «Социальные сети и их роли в жизни современного человека». Социальная сеть – некая новая парадигма существования человека в интернете. Раньше проходили в интернет для поиска информации. Это системный администратор, программисты и так далее. Потом пришла молодежь, студенты, школьники для поиска информации, рефератов, докладов. То есть сейчас практически в интернете все. Социальные сети дали среду обитания людям. В социальных сетях человек может жить, не уходя из них параллельно. Согласно статистике, в социальные сети человек приходит для общения, приобретения друзей, просмотра фотографий. Интернет занимает все больше времени в жизни человека и приходит зависимость. С развитием интернета меняется отношение между государством и человеком. Голос людей в сети может быть услышан, проблемы одного человека становятся известными. Человек открыт. Социальные сети меняют отношения между людьми. Люди всегда останутся людьми. Интернет снимает психологические барьеры между людьми. В социальных сетях информация распространяется мгновенно. С бурным развитием социальных сетей каждый пользователь интернета является маленьким средством массовой информации. Будущее интернета за абсолютным проникновением информации во все уголки жизни человека. Знание у человека становится важнее прямого контакта с этим человеком. Неважно, кто ты, социальные сети делают человека уязвимым. Социальные сети – это зло, но от них никуда не деться. В идеале интернет-общение должно дополнять нашу жизнь, а не являться основой всей жизнедеятельности. Мінеки, осылай текст берілген екен, енді тапсырмаларға назар аударсақ. Бірінші тапсырмада разделите текст на основные смысловые части. Каждую смысловую часть разделите на подпункты, каждую часть подпункты озаглавьте. Яғни мәтінді бірнеше бөліктерге бөліп, сол бөлінген бөліктердің ішіндегі бөліктерге тақырыптарды қойып шығуымыз керек. Мен қысқаша жазғаным осы болды. Көп көрсеңіздер, онда жартысын ғана жазып, тек қандай керектерін ғана, самое основное можете написать. Кеттік. Біріншісі. Первое. Изменение роли интернета в жизни человека. 1.1. Интернет в начале своего существования используется для поиска информации специалистами, такие как администраторами, программистами и так далее. 1.2. Приход молодежи. Студенты и школьники использовали интернет для поиска рефератов и докладов. 1.3. Всеобщая доступность интернета. В современном мире интернетом пользуются все. 2. Возникновение социальных сетей. 2.1. Новая форма существования в интернете. Социальные сети стали новой парадигма жизни человека в интернете. 2.2. Параллельная жизнь сети. Люди могут вести жизнь в интернете, не выходя из него. 3. Основные причины популярности социальных сетей. 3.1. Общение и установление связи. Люди приходят в соцсети ради общения и поиска друзей. 3.2. Просмотр контента. Пользователи активно смотрят и размещают фотографии. 4. Негативные последствия активного использования интернета. 4.1. Зависимость от интернета. Интернет начинает занимать все больше времени в жизни человека. 4.2. Уязвимость и открытость человека, личности. Человек становится более открытым и уязвимым. 5. Влияние социальных сетей на общество и государство. 5.1.
Изменение отношений между человеком и государством. Голос отдельного человека может быть услышан благодаря соцсетям. 5.2. Публичность частных проблем. Проблемы одного человека могут стать общеизвестным. 6. Социальные сети и изменение человеческих взаимоотношений. 6.1. Снятие психологических барьеров. Социальные сети облегчают общение между людьми. 6.2. Мгновенное распространение информации. Информация распространяется моментально. Последнее 7. Опасность бурного развития социальных сетей. Проникновение информации во все сферы жизни. Жизнь человека становится полностью открытой. 7.2. Преобладание информации над личным общением. Знание о человеке через соцсети становится важнее личных встреч. 7.3. Неизбежное существование в социальных сетях. Несмотря на негативные последствия, соцсети становятся неотъемлемой частью жизни. Мінекей, енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада сіздерде цитата берілген. Сол цитата бойынша қазір 100-120 сөзден тұратын эссе жазатын боламыз. В наши дни дружба — это нечто дешевое, легко заменяемое. Войдите в интернет, и вы сможете обзавестись хоть 1000 друзей. На основе данной цитаты напишите эссе объемом 100-120 слов. Соблюдайте особенности текста, рассуждения, используйте простые предложения, осложненные вводными конструкциями, однородными членами. В современном мире технологии изменили многие аспекты в нашей жизни, в том числе и такие важные вещи, как дружба. Джесси Келлерман в своей цитате точно подметил, что сегодня дружба стала дешевой и легко заменяемой в интернете. Можно завести сотни или тысячи друзей всего за несколько кликов, однако это не настоящая дружба, а лишь поверхностные связи, которые часто не имеют глубины. В реальной жизни для дружбы нужно годы общения, взаимное доверие и поддержка. Друзья — это те, кто всегда рядом, когда вам тяжело, кто помогает в трудные моменты, а не просто лайкают ваши фотографии в сети. Интернет дает нам возможность общаться с большим количеством людей, но настоящие отношения, основанные на взаимопонимании и заботе, остаются редкость. Несмотря на изобилие виртуальных друзей, искреннюю дружбу найти становится все сложнее. Мы забываем, что настоящая дружба требует усилий, времени, а не только обмена сообщениями в мессенджерах. Можете вот так написать. Классное эссе, состоит из более 120 слов. Теперь давайте дескрипторға қарап назар салып кетейік. Бірінші тапсырмада жаңағы выделяет основные части текста, дает название каждой части, делит основные части текста на подпункту. Осы бірінші тапсырмаға 4 балл беріледі. Екінші тапсырма создает эссе на основе данной цитаты, соблюдает структуру эссе, соблюдает структуру текста, рассуждение, употребляет однородные члены предложений. Яғни бұл жерде 5 балл беріледі. Жалпы балл сіздерде 9 балл екен. 9 баллын алу үшін міндетті түрде осы тақырыпты түсініп алу керек. Егер қазір сіздер түсінбей қалсаңыздар, онда тағы да бір рет осы видеоны қарап шығыңыздар, сонда бәлкім түсініп қаларсыздар. Егер одан да түсінбей жатсаңыздар, онда комментарийға сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Ендеше сау болыңыздар, сіздермен болған көмекші мұғалім. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, және де осы видеоны достарыңызға жіберіп қойсаңыздар. Егер бүгінгі видео сіздерге ұнаса, онда міндетті түрде лайк басып, комментарийға рахметтеріңізді айтып кетіңіздер. Сіздермен болған көмекші мұғалім, сау саламатта болыңыздар.